Очень много финтов, работы корпуса, перемещений. На сближении слева снизу пробивает чемпион. Ищет вариант для первой силовой атаки Алексей Буторин. Шамурадов руки опустила, защищается за счет движения и старается упреждать атаки Алексея Буторина. Использует то лоу-кики, то удары ногами по корпусу. Буторин выцеливает. И удар с разворота по корпусу от Давлетжана. Размашистый крюк справа мимо цели от претендента. Да, вот первая опасная атака со стороны Алексея. Да, пока что отдает пространство чемпион. И согласен на работу вторым номер. Но это ни в коем случае не значит, что отдает он инициативу. Правостороннюю стойку он встал. Чемпион, но ненадолго. Прихватил соперника, да. Но он сразу же вырывается. Давлетжан Икшемурадов всячески показывает, что все в порядке, все под контролем. Так, обманчиво, легкомысленно себя ведет Давлетжан. Все-таки ставки в этом поединке очень высоки. Есть нерв у этой встречи. Пространство действительно остается за претендентом. На пространство, но такой фактор, как агрессия в клетке. Давлетжан Икшемурадов, кажется, старается использовать старую добрую схему. Порхать как бабочка и жалить как пчела. Порхать удается, жалить далеко не всегда. Да, и контроль клетки как раз, по большому счету, не имеет никакого значения. Главное, это эффективность. Фронт-кик. Да, на эти удары навстречу никак не реагирует обычно Алексей Буторин. Он будет работать тогда, когда решит сам. Это провокация своего рода. Слева зацепил чемпион. Да, задача чемпиона в этой ситуации вывести претендента из себя, заставить его потерять самообладание, пойти вперед. Все прекрасно знают, что подавляющее большинство поединков с участием Алексея Буторина закончилось в первом раунде. Апперкот на выходе очень опасно бил Икшемурадов. Напомним, что это полутяжелая весовая категория до 93 килограммов. В сближении пытается провести атаку Буторин. И выводит психологическое равновесие Икшемурадов соперника. Ну, пытается, в всяком случае, это сделать. Да, на Алексее лежит еще и дополнительная ответственность. Выступает он у себя дома. Напомним, что формат 5-раундовый. Здесь, по сути, сейчас поединок только начинается. Проверяют друг друга соперники, в том числе и на психологическую устойчивость. И может поменяться все в один момент. В Польше, когда титулом завладел Давлетжан Икшемурадов, все закончилось только в 4-м раунде. Но тогда Карл Целинский одолел Икшемурадов. И вот сейчас включается Икшемурадов. Руки по-прежнему опущены. Удар с разворота. Все. Это Winline Time. Время ставок. Самое время сделать ставку на winline.ru. Нет ставки, нет игры. Winline Time. Время ставок. Когда поднимаешь, подышишь, там особенно, когда его продавливаешь, он руку это продавливает. Подышишь, когда опускает руку, она зайдет. Дальше повесить. Херб Дин, легендарный рефери, уже готов дать отмашку к началу второго раунда в титульном противостоянии Давлетжана Икшемурадова и Алексея Буторина.
По-прежнему в центре клетки Буторин. Провоцирует вновь Давлетжан соперника. Да, провокации продолжаются. И вот сейчас попал справа Буторин. Фронт-киком отвечает Давлетжан. Ищет вариант для врыва на ближнюю дистанцию. Алексей Буторин продолжает нагнетать напряжение. Знаете, раньше Давлетжан так себя не вел вообще в своих боях. В последнее время был очень собран. Здесь какая-то ставка есть еще и на актерскую игру. Серия по воздуху с завершающим правым оверхендом мимо. Продолжается преследование Буторин. И вот сейчас оказывается в сетке колено навстречу. Очень опасно. Неужели попал Давлетжан и Икшимурадов? Болтанул Алексей Буторин. Идет он в борьбу. И не Алексей, а Давлетжан, естественно, переводит. Очень уверенно забирает спину. Заводит ногу. Очень много времени. Да, колено в прыжке было тяжелейшее. Да, и что самое важное, абсолютно неожиданно был этот выпад. Ничто не предвещало беды для Алексея Буторина. Есть возможность для нанесения ударов. Даже на коротке бьет очень тяжело Давлетжан. Надо вставать Буторину. Что он и пытается сделать, но сразу же нагружает его Икшимурадов, блокирует одну ногу и переходит к удушающему приему. Нет, попробовал и отпустил. Зажал сейчас чемпион претендента. Тяжелое положение. Тяжелое, но не критическое. Надо вставать сейчас Алексею, но сделать он этого не может. Всем весом. Сейчас его блокирует в углу Икшимурадов. И все-таки опять завел ногу левую. Необходимо Давлетжану растягивать соперника. Здесь удушающий замок взять не получилось. Еще одно попадание слева. Все-таки пытается просочиться Икшимурадов между соперником и сеткой и занять там удобную позицию, закрепиться. Еще серия ударов. Вот сейчас... Нет, не получается. Уже 4-я или 5-я попытка. По голове сверху хаммерфистами несколько раз отработал. Давлетжан менее 2 минут до конца второго раунда, который проходит под диктовку Икшимурадова. Так, как минимум этот раунд чемпион ведет. Еще один удар снизу. И вновь приходится подрабатывать подбородком. Смотрит в свой угол Давлетжан. Получает советы прямо по ходу боя. Внимательный Херб Дин. Нет оснований у него для того, чтобы вмешиваться в происходящее. Спортсмены не останавливаются ни на секунду. Постоянно есть угроза. А со стороны, соответственно, чемпиона в первую очередь. Но подсказывают Алексею Буторину, что остается минута до окончания раунда. Еще одна попытка встать. Сразу же пресекает ее Давлетжан Икшимурадов. Ну, второй раунд он выигрывает совершенно точно. В первом, сложно сказать, инициативой владел Буторин. Поточнее, наверное, был Икшимурадов. Патовой ситуации оказались бойцы, но здесь Икшимурадову никакого смысла нет как-то рисковать. Он набирает баллы, наносит удары, определенный ущерб соперник получает. Да, сложно назвать эти удары сокрушительными. Вот сейчас 10 секунд до конца. Нет, вновь не получилось. И будет перерыв, будет третий раунд. Что удивительно отчасти.
Нормально все? Смотри сюда. Все получается, да. Дышишь как? Нормально? Шикарно. Все, шикарно. Все идет по плану, нормально все идет. Не торопись его душить. Сначала надо позицию занять и гасить его. Понял? Хорошенько разбить. И не надо торпеть руками. Локтями бей его, локтями разбивай его легкие удары. Вот тогда души его, вот так души. Все, идет. Несколько раз сейчас повторили тот самый удар коленом в прыжке от Давлетжана Икшимурадова, благодаря которому он впоследствии забрал доминирующую позицию в борьбе и выиграл раунд в целом. Итак, третий раунд. Да, ключевой момент в раунде был этот самый удар коленом. Посмотрим, насколько хорошо удалось Алексею Буторину восстановиться. Старается по-прежнему занимать центр, пытаться работать первым номером. Серия ударов. И как же легко оказывается Давлетжан Икшимурадов за спиной Алексея Буторина. Есть перевод. Никаких проблем с переводами на настил у чемпиона сегодня нет. Обе ноги заправлены. И здесь уже ситуация похуже, чем во втором раунде. Да, огромное количество времени впереди у Икшимурадова для того, чтобы свои планы претворить в жизнь. Нет контроля. Да, удалось в какой-то момент предплечье под подбородком Буторина провести Икшимурадову. Но действительно, контроля не хватило. Первая минута третьего раунда закончилась. И все пока что плачевно для Алексея складывается. Но при этом Давлетжан не наносит никаких ударов вообще. В отличие от предыдущей пятиминутки, где последний в такой же позиции, он сделал ставку именно на удары. Не дает освободить руку, и тут же к активности призывает Херб Дин. Включается Икшимурадов. Заводит ногу. Прекрасно знаком с правилами. Давлетжан Икшимурадов коленом в голову не работает. Да и по корпусу тоже. Да, в такой позиции несколько минут в предыдущем раунде соперники провели. И вот сейчас, по сути, продолжается та же самая история. Времени предостаточно, 3 минуты. Задушить Алексея Буторина Давлетжан Икшимурадов не может. Пока, во всяком случае. Но бой ведет уверенно. Хорошее преимущество. А вот сейчас ногу завести как раз не удалось. Да, все время угрожает Давлетжан. Нет оснований у Херба поднимать бойцов. Здесь неприятные удары. Вот Сейчас да. поднимается, и тут же будет, похоже, еще один тейкдаун, амплитудный причем. Да, казалось бы, только все сдвинулось с мертвой точки. И сразу же возвращает соперника на настил Икшимурадов. Но позиция в борьбе поменялась все-таки. Заводит одну ногу, вторую завести не удается. И взять замок. Вновь полоборота к сопернику оказывается Буторин. Надо вставать. Вот отсюда можно спокойно бить коленом по бедру, но лишних сил не тратит. Икшимурадов вот один удар нанес и вновь заводит. Все делает правильно, академично, не торопясь, и просто ждет, когда же Алексей Буторин подустанет. Там Базигит Атаев в углу Давлетжана Икшимурадова. Опытнейший российский спортсмен, который в ПФЛ выступает в последнее время. Да, в первом и втором сезоне принимал он участие, но до финала, к сожалению, дойти не удалось. Но в плей-офф выходил. Начинается последняя минута третьего раунда. По-прежнему серьезное преимущество Давлетжана Икшимурадова.
В любую секунду готов левое колено подключить Икшимурадов. Но пока находится Буторин в положении партер. И бить можно только в корпус. Вот сейчас пытается вырваться Буторин. Но нет, судя по всему, именно в этом положении раунд и закончится. Даже улыбается Алексей Буторин, но не может не понимать, что проигрывает раунд за раундом. Впервые в своей карьере Алексей Буторин выйдет на 4-й раунд. До этого самый долгий бой с его участием был в 2014 году, когда в 3-м раунде он нокаутировал Энтони Руиса. Ты его поджимаешь хорошо, там все для ног. Можешь все. 2 раунда остается. Надо забирать. Тип пузо будет залетать. Ты левой ногой только попал, он сразу же задышал. Сразу задышал. Да, задышал, Лех. Ты пробил его типом. Восстанавливается Алексей Буторин. Советует ему бить ногами. Указывает на то, что как только ты попал ему левой ногой, он сразу же задышал. Ну, здесь, да, по возможности Алексею необходимо избегать борьбы со стороны соперника. Легко сказать, да трудно сделать. Да, пока что уверенно все идет к тому, что Давлетжан Икшимурадов сохранит за собой титул. Ну, посмотрим. Чемпионские раунды начинаются. К тому моменту, если сравнить этот бой с поединком против Карла Цирински, тоже Давлетжан вел и внезапно включился именно в 4-м отрезке. Но все-таки сценарий абсолютно разный. Буторин продолжает прессинговать. Да и Буторин побыстрее, нежели Карл. Так, заходил на бэкфест или на удар с разворота, но не стал бить в итоге Буторин. Я понимаю, что очень легко можно потерять позицию. И опять запустить соперника в борьбу. Лоу-кик. Идет вперед. Так, в тайском клинче зажимает оппонента и взрывается серия ударов Давлетжана Икшимурадов. Бэкфист и сразу хай-кик. Ну как же подскользнулся Буторин. И тут же пошел в борьбу. Икшимурадов уличил момент. Наверное, Алексею обидно. А как же так? Закрой замок, кричали Икшимурадову, но не успел он этого сделать. Одну ногу успел вырвать, в свою очередь, Алексей Буторин. И вновь позиция, которую мы лицезрели на протяжении большей части этого боя. Алексей Буторин полоборота к сетке. Его блокирует в этой позиции Давлетжан Икшимурадов. Да, но задушить не получается у Давлетжана. Закончить бой техническим нокаутом тоже. Улучшить позицию опять же не выходит. Пытается просочиться между соперником и сеткой Давлетжан. Вот сейчас рывком была попытка встать со стороны Буторина. Не позволяет ему это сделать чемпион. Да, при всем при этом нельзя сказать, что там мало сил у Алексея уже. Надо дать должное и Давлетжану, и Алексею. Очень здорово подготовились они, в принципе, к этой встрече. А для Давлетжана второй бой подряд зашел в 4-й раунд. Для полутяжелого веса это вообще, ну не то что редкость, но серьезное испытание. Огромное количество полутяжей, которые ни разу в своей жизни больше 4 раундов не проводили в клетке. Аккуратно подрабатывает правой ногой Икшимурадов.
И вот сейчас, да, стряхивает себя Буторин соперника. Есть еще 2 минуты. Не самое приятное положение для чемпиона. Он отступает. Очень опасно, но мимо. Да, но уже более академично начинает действовать Давлетжан. Видно, что тоже не просто ему дались эти 3,5, даже уже больше раундов. Буторин продолжает преследовать. Попадает хайкика. Встает Икшимурадов. Менее 1,5 минут. Фронт-кик, подбирается к сопернику. Пытается заблокировать его тайским клинчем. Апперкот опаснейший справа от Давлетжана. Идет в борьбу. Не получилось. Это хорошая предпосылка. Ведь до этого все практически подобные попытки заканчивались успешно для Икшимурадова. Последние минуты 4-го раунда. Продолжает прессинговать Буторин. Бэкфист и коленом, но нет, все видел Икшимурадов. Отработанная до автоматизма комбинация. Была в исполнении Алексея. Руки опущены. У Давлетджана лоу-кик. Претендент выглядит все лучше и лучше. Да, но уж слишком много раундов он отдал Буторину, чтобы завоевать пояс, необходимо выигрывать нокаутом. Это он умеет. Об этом все прекрасно знают. Провалился сейчас Икшимурадов. Идет на него Буторин. Вновь перейти к борьбе не получается. Еще одна попытка и вот поймал. сейчас, да, 20 секунд остаются до окончания 4-го раунда. И потом будет заключительная 5-минутка. Ярдин говорит, что надо бить аккуратнее, чтобы не попасть по затылку. А кто бы мог подумать, что эта встреча зайдет в 5-й раунд и интрига сохранится до самого конца. Устал Давлетджан Икшимурадов. И, возможно, устал чуть больше, чем Алексей. Изматывающая борьба была в его исполнении. Когда ты убегаешь, До отказа забита Сибур-арена. 8000-я. убегаешь, ты даешь ему силу, Давлет. Ты не должен давать ему силу. Когда ты убегаешь, ты даешь ему силу. Ты не должен это делать, говорит секундант Давлетджану Икшимурадову. 5-й раунд впереди. Заключительный. И, ну, конечно, он не более важный, чем все остальные, но остается ровно 5 минут у соперников, максимум 5 минут для того, чтобы определить, кто же выйдет сегодня победителем из этого противостояния. Будет ли новый чемпион в полутяжелом дивизионе в ACA, или же сохранит свой титул Давлетджан Икшимурадов. Смотрим. Важнейший поединок в карьере Алексея Буторина. И важнейший раунд. Ну и первая защита титула для Давлетджана. Это тоже, в общем, знаменательный момент в его карьере. Вообще карьера и того, и другого сейчас на подъеме. Именно поэтому такое противостояние мы с вами и увидели. Идет вперед Буторин. Очень важно Алексею, естественно, избежать борьбы. И обратите внимание, какой сейчас был эпизод. 5-й раунд. Сколько уже друг друга били соперники. И, судя по всему, подвернул ногу Буторин. И даже не думал воспользоваться этой ситуацией Давлетджан. Спросил его, нормально все? Тот кивнул, и бой продолжился. Пытается поймать свой ритм Алексей Буторин. И, соответственно, также поймать на движение оппонента. Первая минута заключительного раунда позади. Очередная многоударная комбинация от Буторина. Уходит Давлетджан. Продолжает отступать. Колено готовил. Буторин попал. Да, постоянно пытается Буторин забрать соперника в тайский клинч. Оттуда продолжать работать. Еще одна комбинация. Хай-кик. Уходит от боя. Откровенно. Да. Чемпион. Такого мы еще не видели в этом поединке. Да, в первом раунде он делал это играюще. Выбрасывал удары навстречу. Но теперь просто уже есть ощущение, что считает Давлетджан Икшимурадов, что этот бой закончен. И закончен для него победой по очкам. И надо просто уходить
от поединка, и все будет в порядке. Но тактика очень опасная. Мы видели множество раз, когда в подобных ситуациях заканчивалось все печально для спортсменов, которые ее избирали. Еще одно попадание. Снизу очень контратаковал уже Давледжан. Попытка зайти в борьбу. Сейчас зашагивает, и есть шикарный перевод. Очень важный момент в этом раунде. Возможно, вообще в целом в поединке. Очень легко перевел Екшемурадов Буторина. И негодует публика в Санкт-Петербурге. Ее можно понять. Призывает Хербдин к активной работе. В первую очередь Давледжана. Надо работать. По-русски уже говорит Хербдин. Ну, действительно, понимает рефери. Ну, кстати, в предыдущих раундах он позволял соперникам в такой позиции проводить очень много времени. Да, выбраться не удается Буторину. Пропускает он такие беспокоящие удары. Больше для статистики. Надо бить, кричат Екшемурадову. Буторин делает одну из последних попыток встать. Получается это сделать. Пытается заблокировать его левую ногу. Давледжан. Встает Алексей. Теперь надо разворачиваться лицом к сопернику. Сил уже совсем мало осталось и у того, и у другого. И вот сейчас удается это сделать Буторину. Но прям в ноги ему вцепился Екшемурадов. Широкая защита. Забирает шею. Ну что, вырвется на оперативный простор Буторин или нет? Нет, вновь не получится. И в исходную позицию возвращаются. Ну что ж, как выяснилось по ходу встречи, преимущество в борьбе определенное было на стороне Давледжана и Екшемурадова. Именно этот аспект он использовал. В общем, сложно его за это винить. Это смешанное единоборство. Здесь и борьба, и ударная техника имеют примерно равное значение. Как и важно очень, как бойцы могут эти два аспекта интегрировать друг с другом. И, естественно, ведут по времени спортсменов. Соберет ли все силы в кулак Алексей Буторин для того, чтобы все-таки постараться выбраться за несколько секунд до конца и провести еще хотя бы одну атаку. Разворачиваться все-таки пытается Алексей. И вот последние секунды. Но нет, все. Сейчас будет сирена. Последний удар Буторина мимо цели. И бой закончен. Что ж, 25 минут провели в клетке. Разводят руками Алексей Буторин. Он сделал сегодня все, что мог, но этого не хватило. Можем уже поздравить Давледжана Екшемурадова с первой защитой титула чемпиона АСА в полутяжелом весе. Все-таки дождемся решения. Ну, конечно, мы дождемся его, так или иначе, но я имею в виду, что... Ну, Не факт, что третий раунд. Нет, я имею в виду, вы сомневаетесь в победе Давледжана? Ну, получается, все очень очевидно. 3-2 по раундам. И вообще непонятно, отдадут ли последний, да, раунд Буторину. Возможно, да. Но четвертый однозначно и, скорее всего, пятый. А первые три однозначно в пользу Екшемурадова. Хотя, может быть, поставят и 4-1. Ну что ж, несколько секунд, затем официальная часть объявления победителя. Так или иначе, Алексей Буторин хотел сделать этот бой более зрелищным, но не получилось. В большей степени был реализован именно сценарий спортсмена из Туркменистана.
Один, кстати, из немногих известных туркменских спортсменов, Давлетжан Экшимурадов. Наверное, самый известный. Да, очень, мы знаем, в последнее время много бойцов из Казахстана, из Таджикистана. Слушаем. Добрый вечер, уважаемые певицы. Хотелось бы немножко с вами поговорить. Я бы хотел бы вам задать сперва пару вопросов. Год, который мы прошли неплохо. Как вы его оцениваете? Ваше мнение? Прекрасно. Теперь по поводу сегодняшнего боя. Ваше мнение? Понятно, мы учтем ваше мнение. А в принципе весь ивент сегодняшний, как вам? Поэтому я делаю вывод, что финальный бой должен ставить жирную точку. Согласны со мной? Но сегодня она у нас не получилась, очень жаль. Но в этом не мы виноваты, виноваты бойцы. Согласны со мной? Прекрасно. Поэтому, вы знаете, вообще, в принципе, когда ты что-то делаешь, ты опираешься на команду, на друзей, на близких, на тех, кто нас поддерживает. Поэтому я могу со всей ответственностью заявить, что команда ACA прошла достаточно сложный путь, но мы можем себе поставить как минимум 4 с плюсом. Согласны со мной? Альхамдулилlah. Также я хочу сказать, любой человек в своей жизни, в своей работе опирается, я только что сказал, на близких, родных и так далее. Но есть люди, которые вам безвозмездно всегда готовы помочь в любом вопросе. Это не просто слова, это говорится от души. Поэтому я хочу еще раз повторить то, что говорят все бойцы ACA. Я благодарен Рамзану Ахматовичу за то, что он максимально поддерживает спорт не только в Чеченской Республике, но и в принципе в России. И особенно поддерживает ACA. Баркалон, Рамзан, дал Сидойла. А теперь результат. Ladies and gentlemen, after the end of the main event of the evening, we go to the Georgia scorecards. 50-45, 50-45, 49-46, 50-45, and 50-45. Your winner by unanimous decision and still ACA. И ожидаемое судейское решение. Четверо судей дали 50-45, 5-0 по раундам. Один отдал один раунд Алексею Буторину. Поздравляем Давлетжана Экшимурадова с заслуженной победой. Итак, давайте послушаем, что скажет чемпион. Congratulations. You've retained the title. A very, very tough fight against Alexei Baturin. You had control in rounds 1 and 2, and in 3 and 4, you seemed to be able to find some energy to get back up. Were you surprised at how tough Baturin was as a challenge? Жан, прими наши поздравления. Ты смог удержать пояс против очень сложного соперника Алексея Буторина в первом, втором раунде. Ты контролировал бой в третьем, четвертом. Он немножко начинал забирать свое, но все же ты был удивлен тем, какой сложный соперник Алексей Буторин. Поделись с нами своими впечатлениями об этом бое. Всем салам алейкум. Здравствуйте, добрый вечер, Питер. Спасибо всем за поддержку. Спасибо, Алексей. Очень достойный соперник. Алексей, мы общаемся между собой. Чуть сложно было подраться, но сделали. Мы с ним даже во время боя общались. Я говорю, будем затягиваем, покажем шоу. Ну как так? У меня чуть-чуть была, извините, травма руки. Я локтем не мог работать, так что у меня правая рука не работала. Так что извините за такой длинный бой. Но хвала Всевышнему, победа Всевышнему, выиграли. Хочу поблагодарить в первую очередь моих тренеров Сухраба Ахмеда, Гелу Курамча, Магомед Магомедова, куча других тренеров, Абдулла. Особенно хочу поблагодарить своего доктора Гадишку и доктор, который меня восстанавливал, доктор Али. Он меня восстановил за месяц, меня на локоть, чтобы она двигалась. В очень плохом состоянии был. Доктор Али Юсуф, салам алейкум, спасибо тебе.
И, конечно, спасибо родителям. Мама, папа, все нормально, не беспокойтесь. Огромная благодарность Майербек Хасиеву, Хамза Ахматовичу, патриоту за поддержку. Они очень помогли словом поддержки. Спасибо вам, братья. Старшие братья, всем салам алейкум. Спасибо всем землякам за то, что поддержали. Естественно, хочется поблагодарить президента Туркменистана за активную поддержку спорта. Спасибо большое и спасибо. Я тренируюсь в клубе «Горец» и город Харьков, где мой клуб «Алабай». Спасибо всем. Спасибо. First of all, I would like to say a special thank you to Alexei Butorin. He was a really tough opponent, and we also even friendly talk during the fight. As you can see, the fight was a bit slow. That was because my elbow was a bit broken, so I didn't quite use my right arm. I would like to say thank you to all my coaches, all my training team, all my brothers in Turkmenistan, to the president of Turkmenistan, my brothers in the Czech Republic as well. So that was a good fight, and thank God I managed to win that. What is impressive, you bring the Turkmenistan flag here. You see it so often around the stadium when you come and fight. How much does it mean to have so much support coming to travel to support you at these tournaments? Поделись с нами, каково это видишь, что у тебя здесь столько фанатов, столько поклонников, которые тебя поддерживают в этой арене. Во-первых, здесь, конечно, мои земляки живут, учатся. Мои братья, семья приехали из Туркменистана, целый самолет приехал поддержать. Спасибо всем. Спасибо, конечно, Байрама, который поддержал меня питерский. Спасибо, Байрама. So a lot of guys from Turkmenistan, in St. Petersburg, some of them work, some of them study, and many people simply travel here to support me, so thank them for that. Congratulations, and still, Dovlechan Yachimuradov is your winner, ladies and gentlemen. Give it one more time. Спасибо. Ladies and gentlemen, the final tournament. Ну что ж, слова победителя мы с вами только что услышали.